Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейбшара. Сегодня в программе. В селе Шицкуара на улице Лакоба идет масштабная работа по укладке асфальта. В результате рейдов, проведенных 8 июля, составлено 238 протоколов об административных правонарушениях. С 9 по 19 июля проходит акция по бесплатному обследованию людей. Мероприятие проводит ЕПИЦа вместе с кафедрой экспериментальной биологии и медицины АГУ. В селе Шицкуара на улице Лакоба идет масштабная работа по укладке асфальта. На протяжении ремонтируемого участка улицы расположено более 40 домовладений. Эта дорога, к тому же, часто используется как объездная в случае чрезвычайных происшествий на республиканской трассе. Ход работ проинспектировал президент республики Аслан Бжания. Репортаж Рады Чичава. На улице Лакоба в селе Нижняя Ишера проживает множество семей. Здесь, в тихом и уединенном месте, с которого открывается по-настоящему завораживающий вид на горные зеленеющие вершины, к тому же активно развивается туристическая сфера. Местные жители строят небольшие гостиницы, радушно встречают гостей из других стран. Однако дорога, ранее пролегающая через домовладения, была грунтовой и никогда не ремонтировалась. Сейчас на улице Лакоба идет укладка асфальта. Осмотреть ход работ протяженностью более 2 километров приехал президент Аслан Бжания. Он побеседовал с руководителями администрации Сухумского района и села Эшера, с представителями подрядной организации и местными жителями. От души все благодарны, наконец-то за 30 лет на нас внимание обратили. Глава администрации Сухумского района Алхас Читанава рассказал, что асфальтирование участка находится на завершающем этапе. Основная часть работ будет завершена уже 10 июля. Останется лишь организовать съезды и подсыпать обочины. Работы начаты примерно 10 дней тому назад. Были проведены мероприятия по технологии, подсыпка, утрамбовка. Заливались оголовки ливневых труб, закладывались новые ливневые трубы, где бы они были необходимы. И вот потом приступили к укладке асфальтобетона. 2530 метров, смеченная протяженность, более 15 тысяч квадратных метров. По словам Алхаса Читанава, грунтовую дорогу, пролегавшую тут раньше, приходилось постоянно поддерживать в рабочем состоянии, что требовало ежегодных трат и значительно усложняло жизнь населения всего района. Средства, потраченные на ремонтные работы, выделены из республиканского бюджета. Этой местности, которая находится на берегу моря, данная дорога никак не способствовала тому, чтобы этот район развивался в плане туризма. Здесь с электроэнергией более-менее нормально, водоснабжение тоже налажено. И сейчас вот основная проблема была вот эта дорога, которую наконец-то мы дождались. Этот проект реализован благодаря финансированию с республиканского бюджета. Живописное место, расположенное вблизи морского берега, может быть очень привлекательным для туристов. Но проблемная дорога раньше усложняла развитие курортного бизнеса в районе. Теперь же, как отметил Алхас Читанава, здесь есть все условия для процветания туристической сферы и работы жителей. Строятся, есть много участков, которые выделены для строительства такого рода объектов. Вот на берегу тоже у нас объекты есть. А теперь, я думаю, что через год-два это будет импульсом для того, чтобы это стало тут массовым. То есть население уже, и инвестор может появиться, и население само. То есть место стало привлекательным для отдыхающих. За последние 30 лет жители села неоднократно обращались к руководству страны с просьбой восстановить дорогу. А теперь поделились, что ремонт дороги поможет не только в развитии района, но и в облегчении ежедневной рутины. Небольшой кусок трассы является стратегически важным. Мы благодарим руководство нашей страны за то, что мы были ими услышаны. Мы долго боролись действительно за этот участок дороги, потому что этот участок дороги является стратегическим. Его протяженность по береговой линии села Ишера, она является развивающей, разгружающей, транзитной дорогой.
И действительно, это очень большой и колоссальный шаг. Очень приятно, что в данный момент мы услышаны и слово было сдержано со стороны власти. Транзит через село Ишера, которое будет способствовать уменьшению аварийности на сложном участке основной трассы и, конечно, к развитию данного села. Жители села выразили благодарность президенту за долгожданный ремонт и обратились к нему с просьбой ограничить заезд большегрузных автомобилей по этому участку дороги. Аслан Бжания поручил главе Сухумского района согласовать этот вопрос с ГАИ и установить соответствующие запрещающие знаки. Рада Чачава, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. В селе Щищекуара Галского района завершаются работы по строительству резервной насосной станции, что станет решением длительной проблемы с перебоями в водоснабжении. Ульяна Рожкова расскажет подробности. Длительное время в городе Гал были проблемы с водоснабжением. Новая насосная станция должна практически полностью решить этот вопрос. В здании насосной станции заложили железобетонные опоры под резервуары и реанимировали 4 из 11 скважин, пробуренных еще в советское время. Уже запущена одна скважина. Кроме того, приобретены все необходимые глубинные и центробежные насосы. И в ближайшие 2 недели ожидается их поставка в Абхазию. Эта станция будет служить не только как резервная, но и как дополнительная для создания необходимого давления в системе водоснабжения. Установленная система будет включать резервуар для воды объемом 100 кубических метров. Скважины, здесь их было 11. Перед развалом Советского Союза их пробурили. Также мы запустили одну скважину, вот если можно будет увидеть, проверить дебит воды необходимый. Ну, данный дебит воды нас вполне устраивает, больше, чем даже нужно нам было изначально. Мы приобрели все необходимое оборудование, это глубинные насосы и центробежные насосы, которые мы ждем сейчас поставку с России. Их там в ближайшие 2 недели мы должны сюда поставить уже в Абхазию. Перед началом строительных работ были взяты пробы воды. Она соответствует всем санитарным нормам. Сама местность, где расположена насосная станция, была болотистой. Но благодаря замене грунта и поднятию уровня земли станция защищена от возможных подтоплений. Проект выполняется с применением современных материалов и оборудования, включая пластиковые трубы диаметром 160 мм, которые обеспечат лучшую проходимость воды. Проблемы с водой, особенно в летний период. Насосная станция – одна из важных социальных вопросов, которую администрация Гальского района за счет собственных средств финансирует этот проект. Сметная стоимость составляет 13 миллионов 68 тысяч рублей. Станция будет введена в эксплуатацию и даст первую воду в Гал в августе этого года. Данный проект стоимостью более 13 миллионов рублей финансируется из бюджета района за счет дотаций из республиканского бюджета. Ульяна Рожкова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение. 12 человек лишены за сутки права управления автотранспортным средством ввиду пребывания в состоянии алкогольного опьянения. В результате рейдов, проведенных 8 июля, составлено 238 протоколов об административных правонарушениях. 5 автомобилей изъяты у граждан и поставлены на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут в Гудаутском и Гагарском районах проходят рейдовые профилактические мероприятия. Репортаж пресс-службы МВД. Под личным контролем министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут прошло рейдовое профилактическое мероприятие в Гудаутском и Гагарском районах. Ввиду участившихся дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на дорогах республики усилены рейдовые мероприятия, которые направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения. Основным акцентом руководство МВД определило выявление водителей, пребывающих за рулем в нетрезвом состоянии. Как доложил курирующий работу госавтоинспекции
инспекции заместитель министра полковник милиции Беслан Чкадуа, большинство ДТП в последнее время совершается водителями, которые садятся за руль в наркотическом или алкогольном опьянении. На стационарных постах также выявляют недобросовестных водителей общественного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров без наличия соответствующей на то лицензии. Большая нагрузка в летний курортный сезон ложится на туристические ворота нашей республики – Гагру и ее окрестности. Здесь ввиду недокомплекта штата сотрудники ГАИ вынуждены нести службу в режиме ненормированного графика. Отнестись к призывам сотрудников соблюдать правила дорожного движения со всей ответственностью призвал министр внутренних дел Роберт Кьют. Летний курортный сезон, все подразделения МВД переведены на усиленный режим несения службы. Но, однако, как мы видим по последним событиям, этих сил недостаточно. Соответственно, обращаюсь к гражданам Республики Абхазия для того, чтобы каждый из вас проявлял бдительность, в первую очередь, это соблюдали правила дорожного движения. И, конечно же, мы должны сохранить в первую очередь жизнь и здоровье наших граждан, сохранить свои жизни. Жизнь каждого гражданина находится в ваших руках. И мы, соответственно, должны все вместе решать эти все вопросы. Конечно, сотрудники делают все необходимое, что от них зависит, но этого недостаточно. Мы видим, что сегодня потоки автомобилей увеличиваются в разы. Обращаюсь к родителям молодых участников дорожного движения. Присмотрите, пожалуйста, за своими детьми, в каком состоянии они пребывают, в какое время суток они находятся дома или где бы они ни были. Особенно все те, кто, как говорится, склонны к употреблению алкогольных напитков либо наркотических средств. Но я считаю, что, скорее всего, надо принимать жесткие меры и вплоть до изъятия автомобиля. Обсуждали данный вопрос в парламенте, и, соответственно, я думаю, что в ближайшее время мы проработаем определенный механизм борьбы с этим злом. И я надеюсь на понимание нашего общества, потому как это общая наша беда. МВД планирует установить на республиканской трассе до 50 камер фото-видеофиксации в этом году. Эта мера существенно повысит выявление административных правонарушений. Камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и пересечение сплошной, выезд на встречную полосу движения водителей с телефонами в руках. Сейчас эти нарушения выявляются фактически вручную. Но охватить все участки не получается, не хватает инспекторов. Рейд 8 июля длился до глубокой ночи. В результате составлено 238 протоколов об административных правонарушениях. Несмотря на высокие штрафы и лишения прав, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом состоянии. За вчерашний день 12 человек лишены права управления автотранспортным средством ввиду пребывания в состоянии алкогольного опьянения. 5 автомобилей изъяты у граждан и поставлены на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра Роберта Кьют, будут продолжены далее вплоть до минимизации нарушения ПДД водителями. В МВД напоминают, что основной целью рейдов является спасение жизни и здоровья граждан. Сотрудниками Гагарского управления внутренних дел оперативно раскрыта кража. Далее оперативная съемка МВД. С автомобиля, припаркованного после ДТП на обочине автодороги Псоу-Ингур в районе села Багрыбста Гагарского района, злоумышленникам были сняты и похищены 4 колеса. С заявлением о преступлении на почтовый сервер МВД Абхазии обратился водитель автотранспортного средства. Принятыми оперативными мерами по подозрению в содеянном задержан Калякин Сергей Николаевич, 1972 года рождения. При осмотре автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, как впоследствии установлено, гражданин России, зарегистрированный в городе Москва и временно проживающий в Абхазии, обнаружено изъято похищенное имущество. Разыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска совместно с отделом госавтоинспекции УВД по Гагарскому району. На период предварительного расследования подозреваемый ограничен подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Калякина по пункту В части 2 статьи 155 Уголовного кодекса Республики, проводит отдел дознания УВД по Гагарскому району.
К другим новостям. 9 июля отмечает 75-летие заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии, заслуженный учитель Республики Абхазия, судья национальной категории, член Национального олимпийского комитета, кавалер ордена Ахцапша 3-й степени Аслан Кутиевич Таркил. Коллектив Государственного комитета по делам молодежи и спорта поздравляет юбиляра, желает ему крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. С 9 по 19 июля в ЕПИТ проходит акция по бесплатному обследованию людей. В рамках акции можно сдать 4 типа анализов. Мероприятие проводит ЕПИТ совместно с кафедрой экспериментальной биологии и медицины АГУ. Подробности об акции в материале Алеки Трапш. Уже второй год подряд Институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии совместно с факультетом биологии и биомедицины АГУ проводит акцию по бесплатному обследованию людей. Здесь можно сдать 4 типа анализов – общие биохимические анализы крови, коагулограмму и реологию. Перед забором крови пациенты заполняют специальную анкету. Анализы берут студенты факультета биологии и биомедицины АГУ. Уведомляют о том, что нужно прийти натощак. Если у человека есть вредные привычки, такие как курение, то за час до забора нельзя курить. Мы обо всем уведомляем. И сейчас, когда будем проводить забор, тоже мы спрашиваем состояние пациента, который к нам пришел, меряем артериальное давление. Также для анкеты нам необходимо знать рост и вес. Тоже все мы измеряем и заносим все в анкету. Обследование проходит по предварительной записи с 10 до 12 часов в Институте экспериментальной патологии и терапии бесплатно. В день на сдачу анализов могут прийти до 15 человек. Бесплатное обследование может пройти любой желающий. Противопоказанием к сдаче крови является острое и обострение хронических заболеваний. Результаты анализов будут готовы в течение 2 суток. В момент наших съемок на сдачу крови пришли студенты факультета биологии и биомедицины АГУ. Они отмечают, что охотно принимают участие в акции, так как это хорошая возможность проверить свое здоровье. Нам предоставили возможность поучаствовать в данной акции, и мы решили, что почему бы и нет. Это хорошая возможность проверить себя, свое здоровье, и плюс как опыт тоже нам на будущее, чтобы знать, как вообще проводятся подобные мероприятия. Конкретно я сдаю 2 раза в год, обычно это происходит осенью и весной. Цель акции по бесплатному обследованию людей – собрать побольше биоматериалов, чтобы установить нормативные значения различных возрастных групп жителей республики. Дипломные работы наших студентов по специальности медицинская биохимия зачастую связаны с тем, что мы обследуем людей по различным нозологиям. Но иногда это темы, которые связаны с возрастными особенностями, региональными особенностями. И в этом году нам пришла идея объединить несколько таких полезных направлений и сделать одновременно с этим какое-то полезное дело для наших жителей. То есть мы обследуем разные возрастные группы по стандартным лабораторным параметрам и хотим получить в результате определенные возрастные нормативы. И так как в Абхазии не существует возрастных нормативов по лабораторным параметрам, тем самым мы закроем очень важную нишу в практическом здравоохранении республики. При этом часть этих работ, помимо того, что являются дипломными работами наших выпускников, являются частью диссертационных работ, так как установка референсов, простыми словами, нормативных значений является очень важной составляющей для нормальной работы всего здравоохранения. На данном этапе обследование детей не проходит. Если анализы хотят сдать долгожители, то специалисты могут к ним выехать на дом. Можно оставить заявку, и тут мы уже не ограничиваемся сроками акции. То есть если в семье есть долгожитель, вы можете обратиться в институт, и мы выедем в удобное для вас и для нас время, согласуем это. Для того, чтобы собрать нормативы, необходимо определенное количество в каждой возрастной группе, и по полу их тоже придется разделить. Соответственно, нам, возможно, придется добирать определенные группы. В данном случае мы уже будем указывать возраст, указывать необходимые параметры для того, чтобы прийти сдать. И это наверняка будет продолжено уже осенью, потому что прям в пик жары, конечно, не стоит сдавать анализы, потому что некоторые параметры могут быть искажены. И людям, в принципе, тяжело, они пока доберутся. Часть обезвоживания, может быть, и что-то повлияет это на параметры. Акция по бесплатному обследованию людей в Институте экспериментальной патологии и терапии будет проходить до 19 июля. Предварительная запись по телефону 7 940 994 44 25. Алеки Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 10 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Местами в конце дня возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 25-30 градусов. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.